В 1905 году в газете «Санкт-Петербургские ведомости» появляется статья 23-летнего ингушского студента Йенского университета в Германии Висенгирея Джебаги. Кавказ в настоящее время переживает такие тревожные дни, каких он не переживал, может быть, никогда. Ни во время нашествия монгольских орд, ни в эпоху Шамиля. Смута и тревога охватили все уголки. Во всех умах носится тяжелое ожидание чего-то грозного, загадочного. Все эти ужасы, которые разыгрывались последовательно в Гурии, Баку, Ереване, Шуше и снова в Баку, все это кажется только прелюдией к другим явлениям, более грандиозным и кровавым. То неудовольствие, та желчь, которая в течение десятков лет накапливалась в душах туземцев, в настоящее время готова вырваться наружу и зажечь страсти. Зажигательные звуки этой ингушской танцевальной мелодии, давно ставшей одним из символов кавказской лезгинки, узнает каждый кавказец с первых нот. Она называется «Назрановская», так как история ее начинается здесь, в Назране, так же, как и наше дальнейшее повествование. Сегодня мало кто из назрановцев знает, что эта тихая окраина Нясар-Корта в конце XIX века называлась Ижи-Юрт. Этими землями владел Ижи Джебагиев, участник русско-турецкой войны, георгиевский кавалер, в 1884 году вышедший в отставку в чине штабс-капитана Российской императорской армии. У Ижи было 6 детей. Рожденные в первом браке сын Албаст и 3 дочерей Пахи, Ноупи и Чожи. Младшие сыновья Магомед и Висенгирей родились во втором браке. Магомед в 1872 году и Висенгирей 3 мая 1882. В следующем году умирает от чахотки мать мальчиков, а еще через 2 года отец. Их практически усыновляет старший брат Албаст, который в то время уже был женат и имел свою семью. Интервью с правнуком Албаста мы записывали в том же самом месте, где когда-то жили герои нашего фильма. Всегда у нас дома рассказывали, что когда Ижи умирал, Албаст попросил, чтобы младшие братья его по военной службе они не шли, а по гуманитарной. Может, от того, когда он воевал, жестокость он видел, войны, жестокость колонизаторов против местного населения, может, поэтому он не хотел, чтобы они по военной части шли. И оба брата получают великолепное светское образование. В 1900 году Висенгирей оканчивает реальное училище в столице Терской области Владикавказе и поступает в Рижский политехнический университет. А в 1905 году продолжает учебу уже в Германии, на аграрном факультете Йенского университета. К этому времени он уже состоял на службе в Главном управлении землеустройства и земледелия Российской империи. В 1908 году 26-летний Висенгирей Джебагиев возвращается в Санкт-Петербург и становится активным участником политической жизни столицы и одним из самых деятельных представителей кавказской и мусульманской общины города. Он возглавляет общество распространения просвещения среди мусульман Петербурга, ходатайствует об открытии библиотек, организовывает образовательные курсы. В 1910 году он женится на Елене, Оле из княжеского татарского рода Байрашевских. Они знакомятся на вечере в честь свадьбы внука Шамиля, Саида. Карьера Висенгирея неуклонно идет в гору. В течение нескольких следующих лет он становится одним из самых востребованных специалистов в области сельского хозяйства в Российской империи. Он печатается в ведущих тематических изданиях страны.
Кроме того, изучая передовую европейскую мысль в отрасли, он пытается внедрять ее в условиях России. Будь то суперновая технология создания картофельных чипсов и сушки дрожжей или опыт развития сельских окраин. А статьи Бесенгирея Джабагиева, посвященные истории и теории ислама, международной торговле, геополитике, печатаются в Германии, Бельгии, Австрии на немецком и французском языках, которыми он владел в совершенстве. Но из его публикаций очевидно, что он никогда не переставал держать руку на пульсе событий, происходивших на его родине, в Ингушетии и Кавказе. Целый блок его статей был посвящен теме Кавказской войны и проблемам сосуществования кавказских народов с Россией. Он еще, будучи студентом реального училища, еще тогда показал свой характер. Когда их заставили принимать участие в празднествах, посвященных окончанию Кавказской войны, Басангирей Джабагиев был одним из тех, кто отказался участвовать вот в этих торжествах. Со страниц столичных газет молодой политик отчаянно клеймил национальную политику Российской империи в южных колониях с ее варварской системой военно-казачьего управления, которую он называл средневековым судом. Некогда кавказская администрация комплектовалась нетерпимыми в коренной России элементами. Эти элементы за столетия успели выработать свою собственную этику, которая организованной системой подкупов, взяточничества, доносов и протекционизма окончательно разъела страну в нравственном отношении. Со временем этика эта, понятно, пустила глубокие корни. Натуры же, не подчинявшиеся закону приспособления к среде, немилосердно выбрасывались вон. Все зло, все аномалии и недочеты кавказской жизни в конечном результате должны быть сведены к одной причине – к административно-правовому неустройству управления краем. В начало XX века Российская империя вошла в состояние абсолютного системного кризиса. Бездарная внутренняя политика привела к недовольству всех слоев общества. В преддверии скорого краха государство, уже не способное к каким-либо реформам, пытается спасти положение усилением полицейского надзора и репрессий. Особенно жестко развернулась репрессивная машина на Северном Кавказе и без того изживавшего последствия Кавказской войны. Свои особенности имели репрессии и в Ингушетии. Вот представьте себе, это маленький ингушский народ, его территория была разделена на 3 части казачьими клинями казачьих станиц. Вот представляете, одна это вдоль по Владикавказу, вторая это вот здесь Нестеровская и так далее, и третья уже по тем землям, которые уже на сегодняшний день, они давно в Чечне, там тоже была ветка казачьих станиц шла. Одновременно с основанием станиц, ради чего Российская империя огнем и мечом отняла 70% всей территории ингушей, в 1860 году была образована Терская область со столицей в городе Владикавказ, в границу которого также вошли земли нескольких ингушских селений – Заурков, Тимарков и других. К моменту окончания Кавказской войны, вспышки которой не переставали полыхать на Кавказе вплоть до начала XX века, численность ингушей, по данным переписей в Российской империи, колебалась от 40 до 45 тысяч человек. Эпоха прямых столкновений и прямого отъема земель, оканчивавшаяся для ингушей горой трупов и взорванными башнями, была завершена. Наступила эра грабительской налоговой политики и разгула военно-казачьей администрации. Это приводит к расцвету обречества, под видом борьбы с которым уносились последние крохи разрушенных ингушских хозяйств. Наказной атаман казачий специальную политику вводил. Какую? Именно к ингушам как относились? Старались под видом обысков, якобы скот украли,
где-то хорошую лошадь забирали. Да, забирали в пользу типа компенсации за то, что след якобы привел. Это к чему вело? И к конфликтам, и вооруженной крови, и потом на каторгу людей отсылали. Вот эти ситуации там были очень жесткие, потому что население-то у них было большое, власть была на их стороне, и они ингушей давили. К 1903 году ингуши повсеместно перестают платить налоги и штрафы. Массово вырубают объявленные казенными леса, начинают захват земельных участков. Учащаются убийства участников военных карательных отрядов. Жители села Далаково закрывают сельское правление и изгоняют его работников обратно во Владикавказ со словами «не надо сельского правления, не надо церкви». Такая же ситуация складывается и в Центральной России. Назревающий общественный взрыв стал очевиден. 9 января 1905 года в Петербурге была расстреляна мирная демонстрация рабочих. Началась Первая Российская революция. А в Ингушетии выходит распоряжение о запрете собираться группами. Начинается тотальное разоружение населения вплоть до холодного оружия. Одновременно с этим генерал-губернатор Терской области Колюбакин выдает казакам станиц, расположенных внутри и вокруг территории ингушей, 10 тысяч берданок и 1 миллион боевых патронов. Очень скоро в газетах Москвы и Петербурга стали появляться такие новости. Владикавказ, 30 мая. По частным сведениям, войска, отправленные вчера для прекращения столкновения между карабулакскими казаками и ингушами, открыли огонь из пулеметов по аулу Яндеры. Ингуши потеряли убитыми и ранеными до 30 человек. У казаков оказалось 6 человек убитых и несколько раненых. 8 апреля. Казаки Нестеровской станицы, отыскивая украденных быков, убили несколько ингушей. Начались осложнения. Теперь на помощь казакам посланы батальон и пулеметы. 29 мая. Сегодня отсюда выступил отряд с пулеметами против ингушей, отказавшихся уплатить штраф за убитого начальника округа. Неизвестно, каким образом сложилась бы судьба ингушей и других кавказцев дальше, если бы в августе 1914 года Россия не вступила в Первую мировую войну. Истощенный Кавказ получает время на передышку. Сразу после начала войны по всем селам и городам Кавказа отправляются царские глашатые с призывами забыть старые обиды и вместе спасти мать-империю от страшного врага. В ход пускается весь административный ресурс на местах. Идут активные совещания с духовенством и старшинами селений. Я думаю, царским правительством была проведена работа с нашими мулами, и ставился вопрос о газовате по отношению к немцам. Рядовым всадникам обещалось жалование до 38 рублей и премии за Георгиевский крест, а также амнистия всем находящимся на нелегальном положении при условии отправки на фронт. Уже через 20 дней Николай II объявляет о создании Кавказской конной туземной дивизии, Дикой дивизии. Она состояла из 6 полков трехбригадного состава. Первая бригада состояла из Дагестанского и Кабардинского полка. Вторая бригада состояла из Татарского и Чеченского полка. И третья – Черкесский и Ингушский полк. Ингушский полк представлял из себя самый большой полк из всех полков. Все полки состояли из 4 сотен. Ингушский полк состоял из 5 сотен. Вначале был 400-сотенного состава, потом была добавлена 5-я сотня, так называемая Обреческая сотня. В дивизию устремляется вся петербургская знать.
В ингушском полку будет служить внучатый племянник императора Наполеона – Наполеон Мюрат. Вот он на фото в форме офицера ингушского полка с аббревиатурой полка на нашивках. Не похожая ни на что из ранее известного Европе, колоритная и успешная дивизия кавказских бойцов тут же становится предметом огромного внимания зарубежной прессы. Она еще сыграет свою роль в дальнейшей истории и в нашем повествовании. Первая мировая война окончательно разрушила экономику Российской империи. 27 февраля 1917 года в Петрограде начался полномасштабный вооруженный антиправительственный погром. В тот же день депутаты Государственной Думы избирают Временный комитет по управлению страной из 12 человек. 1 марта Николай II отрекается от престола. Власть в стране переходит ко Временному правительству. Уже 5 марта в столице Терской области Владикавказе формируется местный исполнительный комитет – Кавказский филиал Временного правительства. На следующий день в здании грузинской школы во Владикавказе ингуши избирают исполнительный комитет Ингушетии. Председателем выбирается генерал Тонт Укуров, а комиссаром – Магомед Джабагиев, коллежский советник, главный агроном Донской, Кубанской и Терской областей, старший брат Висангирея. Комиссаром Терской области Керенский назначает члена Государственной Думы Караулова. Яростный шовинист и кавказофоб, подписант многих репрессивных законов Думы против ингушей, Караулов тотчас после прибытия из Петрограда на Кавказ избирается атаманом Терского казачьего войска. Уже 7 марта Комитет горцев Северного Кавказа в Петрограде предлагает Временному правительству избрать еще одного комиссара, но уже из горцев-мусульман, и рекомендует на этот пост Висангирея Джабагиева, на что получают отказ. И 1 мая 1917 года во Владикавказе горцы созвали первый за 100 лет съезд всех северокавказских народов. Первый съезд горских народов установил политическое единство этих народов, федеративное устройство Северокавказской союзной республики и кантональное управление каждой национальной группы, а также двухпалатную парламентскую систему с президентом в качестве главы исполнительной власти, высший государственный суд, наблюдающий над точным соблюдением Конституции. Был избран Центральный комитет Союза горцев Кавказа. Кто организовывал горскую вот эту независимую республику? Да? Это были известные люди, которые что-то сделали и в российском государстве, и в своем народе. Это они организовали, они видят, что порядка нету в России. Идут склоки, вот эти партии, даже сами аристократы против Николая встают, разваливают государство. Ну какой они исход видят? Они исход видят спасти свои народы и создать вот эту республику. Это были серьезные, грамотные люди по тем временам, которые хотели просто что сделать? Хотели обеспечить успешное будущее для своих маленьких народов. Кроме Джабагиева, в первый Центральный комитет вошли ингуши Султан Альдиев, Саадал Тимиев и Ильяс Акталиев. К этому съезду кавказская политическая элита провела колоссальную работу, активнейшее участие в которой принял и Висангирей Джабагиев. Являясь чиновником высшего ранга в Министерстве землеустройства Российской империи, он был участником разработки проекта земства в Терской области, который к описываемому нами периоду уже 12 лет саботировался военной администрацией области в пользу казаков. По воспоминаниям самого Висангирея, в день начала государственного переворота он находился в Мариинском дворце в Санкт-Петербурге, где проходило очередное безнадежное для Кавказа обсуждение проекта земства в Терской области под председательством сенатора Милютина. Через 2 месяца после переворота
Временное правительство Керенского утверждает собственный новый проект земства Висангирея Джабагиева для Кавказского края, над которым он трудился 4 года. Он же стал и одним из авторов проекта Конституции нового северокавказского государства, презентованной съезду. Кроме этого, лидерами северокавказских народов была разработана и долгожданная во всех уголках Кавказа школьная реформа, согласно которой образование становилось бесплатным и обязательным для детей обоих полов, с изучением нескольких иностранных языков. На фоне этой небывалой политической активности кавказцев вновь напоминают о себе местные реакционные круги, уже руководимые к этому времени многочисленными агентами Временного правительства в Петрограде. Внезапно, в конце июня, казаки Сунжинского и Кизлярского отделов выступают с совершенно беспрецедентным заявлением. Якобы они прекращают все виды контактов с горцами и перекрывают пути сообщения горцев со станицами. Так как Сунжинская линия проходила внутри территории Ингушетии, это означало объявление войны ингушам. Чтобы ее начать, нужен был только повод или провокация. И она не заставила себя долго ждать. К этому времени Владикавказ был переполнен вооруженными и дезорганизованными частями бывшей русской императорской армии, дезертировавшими с фронтов Первой мировой. 6 июля 1917 года группа солдат-люмпенов, занимавшаяся грабежом и воровством у местного населения, устроила стычку с ингушами на рынке во Владикавказе. Буквально в течение нескольких часов происшествие приобретает невиданный размах. К солдатам моментально присоединяются организованные вооруженные отряды горожан и казаки окрестных станиц. В городе начинается настоящий ингушский погром. Малосознательные обыватели, преимущественно из окраинных районов, руководили погромщиками, указывая ингушские дома. Администрация области молчала, хотя в городе находилось до 400 юнкеров Суворовского военного училища, милиция и масса вооруженного офицерства. Силы вполне достаточные для того, чтобы принять меры к ограждению жизни и имущества избиваемых. По словам султана Долтмурзиева, только после того, как город окружили вооруженные отряды со всей Ингушетии, исполнительный комитет Терской области выпустил на улицы патрули юнкеров для прекращения погрома. 6 сентября 1917 года казаки станиц Карабулакской, Слепцовской и Троицкой напали на работавших в поле ингушей в селе Плиево. Вечером того же дня ингуши окружили Карабулакскую станицу. Начался первый бой гражданской войны. Ни исполком Терской области, ни Союз горцев Кавказа, ни новое руководство Ингушетии не успело за реальным развитием событий в первые дни войны. Это сделали привычные к удивительной самоорганизации в критические моменты обычные ингуши, защищавшие свои дома и семьи, хорошо знавшие нравы соседей-станичников. Через 3 дня после нападения на Плиево ингуши близлежащих селений уничтожили станицу Фельдмаршальскую, основанную в 1860 году на месте ингушского села Алхасте. Она была взята за 1 день. В то время как дезертировавшие с войны полки императорской армии занимались кражами и убийствами на базарах страны, солдаты-горцы все еще находились на фронте. В августе 1917 года верховный главнокомандующий армией Лавр Корнилов совершает попытку государственного переворота, известный в истории как Корниловский мятеж. Он снимает с фронтов несколько военных частей и отправляет их в Петроград. По воспоминаниям ингушских всадников, якобы на подавление в городе бандитских беспорядков.
Несколько казачьих дивизий участвовало в этом, а также дикая дивизия. Первым выдвинулась 3-я бригада, имеется в виду черкесский и ингушский полк, которые доехали до станции Дно и встали на этой станции. Из воспоминаний всадника Орцы Цицкиева, героя Первой мировой войны, полного георгиевского кавалера. Эшелон нашего ингушского полка шел первым, и он дошел до Царского села. Но здесь нас встретило неожиданное препятствие. В 12 километрах от Царского села был взорван мост. Таким образом, было приостановлено движение войск к Петрограду. Эти части, встав там, и об этом молва дошла до Санкт-Петербурга, во Временном правительстве начался ужас. Более того, был направлен офицерский разъезд из 25 человек, которые доехали до Нарвских ворот. Ну и, соответственно, их видели люди, и форму одежды, и потом началась страшная паника. Генерал Антон Деникин, соучастник Корнилова и один из организаторов мятежа, вспоминал. В последние дни августа Петроград представлял из себя разворошенный муравейник. И невзирая на громкие возбуждающие призывы своих вождей, призывы, скрывавшие неуверенность в собственных силах, революционная демократия столицы переживала дни смертельной тревоги. Приближение к Петрограду ингушей заслонило на время все прочие страсти, мысли и интересы, а некоторые представители верховной власти торопливо запасались уже заграничными паспортами. Ну и приняли соответствующие меры. Все, кто проживали в Санкт-Петербурге, мусульмане, которые имели какое-то слово или могли воздействовать, они собирались и направлялись в эту бригаду для того, чтобы объяснить им, что не надо идти с войной на русских рабочих, а возвращайтесь домой к своим землям. 63 всадника из разных полков дивизии были приглашены в Петроград для встречи с Временным правительством. 31 августа их встретили на вокзале Петрограда с цветами и оркестром. Оттуда в Зимний дворец, на торжественный прием к Керенскому. Выступали революционеры. Они призывали покончить с войной, отправиться домой, крепить дружбу между народами и жить мирным трудом. Говорили, что отныне все равноправны, горцы получат обратно свои земли. На следующий день Корнилов был арестован. С ним был арестован и Антон Деникин, служивший в штабе генерала Брусилова. А через 2 недели во французской печати вышла статья под названием «Дикая дивизия». Корниловско-Керенский спор выдвинул на первый план дикую дивизию. Эти войска сначала выбрали своего вождя и пошли под его командованием на Петроград. Затем, лучше информированные о событиях, они перешли на сторону войск, направленных против них. Не без интереса прослеживалась история дикой дивизии. С началом нынешней войны, когда российское правительство мобилизовало свои войска, оно сформировало из небольших мусульманских народов Кавказа кавалерийскую дивизию. Это были нерегулярные войска, которым применялись правила регулярной кавалерии, и которые были отправлены на войну на Юго-Западный фронт в Галиции. Дикая дивизия, как ее назвали, оказалась совершенной кавалерией беспрецедентной храбрости и порыва. Эти замечательные солдаты должны были покончить с траншейной войной. Она им не нравилась, но они, тем не менее, выдерживали ее без содрогания, благодаря суровой дисциплине, наложенной на них. Но именно конными они предпочитают вести свои атаки. Это как ураган, сорвавшийся с цепи. В
Вскочив на своих породистых скакунов, они несутся на врага, вытаптывая все и вся. Таким образом, в июне 1916 года, во время знаменитого наступления Брусилова, был взят укрепленный поселок Эзержани одним единым ингушским полком. Ингуши захватили 4 артиллерийских орудия и значительное количество военного оборудования, много пленных и так далее. Русская пехота во время этой замечательной атаки выкрикивала восторженные «Ура!». В конце сентября дивизия возвращается на Кавказ. Ингушский полк под командованием Асламбека Катиева и Керима Гойгова располагается во Владикавказе. Тем временем Союз горцев продолжал работу по устройству первого Кавказского государства. Центральный комитет Союза горцев Кавказа переименовался в начале декабря 1917 года в правительство и продекларировал отделение Северного Кавказа от России. Столицей нового северокавказского государства объявляется город Владикавказ. Бисангирей Джабагиев получает в правительстве портфель главного управляющего по государственному контролю и министра финансов. К правительству Горской республики примкнули и лидеры Терско-казачьего войска, образовав таким образом просуществовавшее всего несколько месяцев Терско-дагестанское правительство, против которого тут же выступили казаки 8 станиц, расположенных внутри Ингушетии. Союз стоил жизни атаману Караулову. 17 декабря он был убит. Против провозглашения нового суверенного северокавказского государства выступили уже в начале января 1918 года с оружием в руках терские казаки и другие элементы русского населения. Нападению с их стороны подверглись семьи горцев, проживающие в столице новой республики во Владикавказе, и их аулы. 4 января 1918 года во Владикавказе были расстреляны 5 ингушей взводом казачьего полка близ ингушской части города. Ингуши, живущие в городе, и ингушский полк дивизии по тревоге мгновенно собираются на место расстрела. Начинается перестрелка с казачьими отрядами и солдатами, которая будет длиться без остановки до 10 января. Чтобы оттянуть силы ингушей из Владикавказа, казаки Сунжинской линии вновь объявляют о нападении на село Плиево. Ингушские военные части покидают Владикавказ, и он переходит к казакам. Правительство Горской республики оказать помощь ингушам в предстоящей войне не в состоянии. Оно само эвакуируется из города в пригородный район Ингушетии, село Базоркино, еще 9 января. Нападение на Плиево началось на рассвете 11 января. Уже к 11 часам утра казаки с большими потерями были загнаны ингушами в Карабулакскую станицу. По всей границе ингушских сел и казачьих станиц установилась линия фронта с окопами. Из доклада генерал-майора Лазарева в штаб добровольческой армии. Вся Ингушетия представляет вооруженный народ, собирающийся с чрезвычайной быстротой по тревоге. Я лично наблюдал в Базоркино такую тревогу, когда около 10 января казаки в 6 часов утра повели наступление на село Плиево. В 6 часов 40 минут, проезжая по аулу, я видел, что артиллерия была уже в запряжках. Пулеметы грузились на арбы. Ингушский заслон развертывался в сторону Сунжинской станицы. А в 7 часов 5 минут часть базоркинцев была уже в бою под Плиевым, отстоящим от Базоркина в 18 верстах. Вообще большая часть ингушских сил способна сосредоточиться в любой пункт в течение нескольких часов. А 2 часов достаточно, чтобы вести в бой 2-3 тысячи ингушей. Вслед за казаками открывает против ингушей своеобразный второй фронт и осетины.
Жестокие бои разворачиваются в пограничных селах Базоркино, Ольгинское и других. В ситуации войны Весангирей Джибагиев делает то, что и все его соотечественники. Он окунается в работу по обороне Ингушетии. В первые дни войны его избирают председателем Ингушского национального совета. Военный совет возглавляет профессиональный военный Кирим Гойгов, который тут же разбивает фронт на участки и распределяет по ним бойцов Ингушского полка Дикой дивизии. Тем временем победившие в Петрограде большевики начинают искать союзников на Северном Кавказе. В Терскую область прибывает большевистский эмиссар Сергей Киров. Человек, который хорошо знал Кавказ, знал горские народы, знал здешнюю ситуацию. Сам долгое время жил в Владикавказе. Большевики тут же окунаются в гущу политических событий в регионе. 25 января 1918 года в Моздоке собирается съезд представителей всех политических партий и всех народов области, кроме ингушей и чеченцев. Достаточно широкая коалиция объединилась вот на такой антиингушской, античеченской основе. Прежде всего антиингушской, потому что военные события в районе Владикавказа разворачивались прежде всего против ингушей. Положение реакционных верхов казачества в войне против ингушей таково, что они обещают Кирову признать власть советов, если большевики окажут им помощь в их окончательном истреблении. И Киров заявил, что если мы будем признавать, дословно я буквально цитирую Кирова, что если мы будем признавать власть Совета народных комиссаров только для того, чтобы предать избиению один из народов в Терской области, то лучше вообще не признавать такой власти, сказал Киров. Безусловно, личная заслуга Кирова в этом очень велика, потому что он многим рисковал. Он знал, насколько остро стоит данная ситуация, знал, что власть большевиков в Питере, она как воздух нуждалась в признании на местах. И ему предложили конкретную политическую сделку, за которой стояла реальная военная сила. Но тем не менее он оказался в политическом плане более дальновидным, чем можно было бы ожидать. Возможно, потому что он хорошо знал Кавказ, хорошо знал реалии здешние. Знал, какую роль здесь именно в районе Владикавказа играют ингуши, и как важно заручиться их поддержкой. 4 марта 1918 года на втором съезде народов Терека в Пятигорске, куда ингуши во главе с Гапуром Ахриевым и Бексултаном Костоевым пробирались с боем через вооруженные кордоны станичников, провозглашается Терская Народная Советская Республика, первым же указом которой создается комиссия по Чересполосице. Так называли полосы казачьих станиц, перерезающие территории горских народов. Ввиду все обостряющихся отношений между ингушами и казаками станиц Сунжинской, Тарской, Акиюртовской и других, закрывающих ингушам выход на плоскость, вопрос о выселении названных станиц и помещении их в лучшие условия жизни необходимо разрешить безотлагательно в положительном смысле. Казаки, не имевшие опыта жизни среди горцев без присутствия в регионе Российской империи, без ее военной, административной и социальной поддержки и уже понесшие серьезные потери в первых самостоятельных военных конфликтах с ингушами, горячо приветствуют такой демократический выход из положения. Им предоставляется земля близ Моздока и компенсация за хозяйство от Советской Республики. 120 миллионов от суммы компенсации, колоссальные средства по курсу рубля того времени, обязуется выплатить Ингушский национальный совет во главе с Весангиреем Джибагиевым. Последовательный сторонник мирного решения споров с казачеством, он также участвует в работе комиссии. Наконец, через 60 лет поселенные здесь еще Ермоловым казаки начали выселяться с Ингушской равнины. Без войны, без кровопролития. Это была огромная совместная победа Ингушского национального совета и руководства большевиков. Но, к сожалению, мирный исход казаков из Ингушетии оказался не на руку реакционному казачеству в Моздоке, находившемуся в сношении с приближающимся на Кавказ Деникиным. Население этих станиц
им было нужно в грядущей военной операции по взятию Владикавказа. К деникинским атаманам Соколову и Беликову примыкают и осетинские группировки во главе с Георгием Бичераховым. В ночь на 5 августа 1918 они совершают нападение на Владикавказ. В первый же день ингуши с боем освобождают делегатов 4-го съезда народов Терека, заблокированных в здании кадетского корпуса. В эти дни как раз проходил 4-й съезд народов Терека, опять же во Владикавказе. И одной из целей бичераховцев был захват делегатов съезда, в работе которого участвовал уже еще один виднейший член большевистской партии Серго Орджоникидзе, который сменил Кирова на тот момент здесь. Им с большим трудом удалось спастись на территории Ингушетии, если точнее Базоркино, которое в то время было самым большим сельским населенным пунктом Ингушетии на плоскости. На этом же съезде избирается экстренная тройка, которая будет руководить ингушами в условиях новой войны. Висангирей Джабагиев, Исаак Мулла Чапанов и Муса Саутиев. Именно эти 3 человека разрабатывают план разоружения станиц, примыкающих к городу, в которых засели вооруженные мятежники во главе с генералом Рощупкиным и уже начавшим было переселяться местным населением. Благодаря очень быстрым, профессиональным и эффективным мерам, которые были предприняты ингушской стороной, прежде всего, в первых числах августа 1918 года была проведена вот эта, можно сказать, молниеносная операция по освобождению Владикавказа от мятежников. Сначала были захвачены станицы Сунжанской линии, уже к 10 августа Владикавказ был освобожден. Из воспоминаний полковника Мусы Саутиева. Взятием станиц августовское восстание было ликвидировано. Станицы были разоружены, и Народный совет предложил в течение определенного срока выселиться в Моздокский район. Очень характерен такой случай. С казаками, сдававшими оружие, приехал в Воронцово-Давшковский старик, старше 100 лет. У него в станице была пасека и дом, полная чаша. Казаки плакали, когда сдавали оружие, проклинали, ругались. И этот старик сказал им: «Вы плачете, а я смеюсь. Я был самым богатым человеком станицы. У меня было столько-то ульев пчел, столько-то скота. А теперь я заплатил свой долг. Я помню, когда мы выселяли ингушей, мы не давали им допечь хлеб и выбрасывали детей из люлек. Это произвело большое моральное действие. И слезы прекратились, и злоба исчезла. По крайней мере, на данный момент». Неизвестным широкой публике на Кавказе оставалась работа основавшегося в Ингушетии в крепости Назрань правительства Горской республики, в работе которого Висангирей Джабагиев участвует параллельно со своей внутриингушской работой. А между тем оно добилось некоторых результатов на международной арене. В конце апреля 1918 года в Стамбул прибывают кавказские делегаты во главе с Гайдаром Бамматом. Назрановское правительство уполномочило своих членов вести переговоры с Отоманской империей и другими державами о признании ими независимой республики Северного Кавказа. Делегация вручила как турецкому правительству, так и представителям других иностранных государств ноту, датированную днем 11 мая 1918 года, содержащую официальную декларацию независимости Северного Кавказа. Текст Декларации независимости Кавказа был написан самим Висангиреем Джабагиевым. 8 июня 1918 года заключается договор дружбы с Отоманской империей. Но на реальной обстановке в регионе, находящемся в состоянии войны, эти пока еще неосязаемые успехи на внешнеполитическом фронте не влияли.
После событий во Владикавказе Весангирей Джабагиев уезжает в Тифлис, чтобы полностью сосредоточиться на работе Горской республики. Орджоникидзе уговаривал Весангири не уезжать никуда, не эмигрировать, а именно оставаться здесь и возглавить Ингушетию. Но Весангири знал повадки этих людей, скорее всего, знал, чем все это кончится, и не согласился за большевиков агитировать ингушей и возглавлять ингушей именно, которые будут сражаться за большевистскую власть. Он хотел, чтобы Ингушетия развивалась и в союзе кавказскими народностями, чтобы не входила РСФСР. В конце сентября Орджоникидзе отправляет к Весангирею Джабагиеву в Тифлис Бутырина и Андреева для новых переговоров. Большевики вновь получают отказ. Как образованный человек, как уже к тому моменту искушенный политик, он понимал, что все союзники большевиков – это союзники временные. Будь то левые эсеры, будь то махновцы на Украине, будь то ингуши на Северном Кавказе, кто бы это ни был, но они будут использоваться большевиками до того времени, пока эта партия, тоталитарная партия, террористическая партия, в общем-то, по своей натуре, не утвердится у власти. Но так или иначе, в этой ситуации на какое-то время большевики и ингуши оказались в одной лодке, оказались временными союзниками. Такого же мнения относительно пока что успешного союза с большевиками придерживались все ингуши, о чем Деникину докладывала разведка в Верховный штаб добровольческой армии. Ингуши являются наиболее сплоченной народностью Северного Кавказа. Во все время борьбы они сумели успешно отстаивать свои интересы, заключать выгодные соглашения и наносить чувствительные удары своим неорганизованным противникам. Делами ингушского народа ведает Ингушский национальный совет. Военными делами – военный совет из 3 кадровых офицеров, фамилий которых узнать мне не удалось. Во время последних владикавказских боев большая часть офицеров в операциях участия не принимала, что отразилось невыгодно на боеспособности частей. Ингушские представители постоянно ездят в Тифлис и держат связь с горским правительством, авторитет которого признают. Со стороны ингушей были попытки получить реальную помощь от Турции, но пока эти попытки не привели ни к чему. Главный политический деятель – председатель Ингушского надсовета Джабагиев. В настоящее время ингуши по политическим соображениям действуют в союзе с большевиками, но представителей во Владикавказское правительство дать отказались, не желая принять на себя ответственности. Обладая большими реальными силами, ингуши в сущности являются хозяевами положения, и большевики их слушаются. Ингуши сознают, что такой союз только временный, и ждут удобной обстановки для ликвидации большевистской власти во Владикавказе. Отношение к большевикам в других частях бывшей Терской области излагалось в рекогносцировках штаба Вооруженных сил Юга России также подробно. Осетины. До 250 тысяч человек. Делятся на православных и мусульман. Первые держатся за русскую культуру, вторые за ингушей с их турецкой ориентацией. Довольно фанатичны и жестоки. Влиятельных лиц нет. Они ищут их, дают им диктаторские права. Но интриги скоро съедают таких, тем более, что за каждым из них всегда много грехов. И вообще ни один осетин не поведет за собой свой народ. Большим авторитетом среди них пользуются русские офицеры. Против большевиков поднял их единолично я. За мной пошли, так как я импонировал им своей прежней работой и положением. Осетины — единственный народ на Кавказе, истинно ненавидящий большевиков. Казаки. Численность немного меньше осетин. Никакой сплоченности ни между станицами, ни в самих станицах. Сильно заражены большевизмом. Трусливы, много пьянствуют, очень богаты. Никакой власти у казаков ни общей, ни в станицах. Полное отсутствие всякого самолюбия. Невежественны. Выборные их не отличаются от выборщиков. Весьма богаты землей, много денег. Чеченцы. Менее воинственны, чем ингуши. Народ несплоченный, слепо идет за своим собственным шейхом, ведущих каждый свою политику. Отношение их к большевикам различное. Одни с ними, другие против. Нетрудно привлечь их в ряды добровольческой армии. Дадим теперь слово Антону Деникину. Состав населения Терской области определялся в 1917 году
следующей примерной таблицей. Все население – 1 миллион 450 тысяч 712, в том числе русских, казаков и иногородних – 40%, осетин – 17%, чеченцев – 16%, кабардинцев – 12%, ингушей – 4%. Участие этих народов в политической жизни края далеко не соответствовало их численному составу. Ингуши – наименее численный и наиболее спаянный и сильный военной организацией народ оказался по существу вершителем судеб Северного Кавказа. Ингуши стали ландскнехтами советской власти, ее опорой, не допуская, однако же, проявления ее в своем крае. Одновременно они старались завязать сношения с Турцией и искали турецкой помощи из Елисафетполя, немецкой из Тифлиса. В августе, когда казаки и осетины овладели Владикавказом, ингуши своим вмешательством спасли Терский совет комиссаров, но при этом жестоко разграбили город и захватили Государственный банк и Монетный двор. Остальных горцев Терской области Деникин позиционировал с точки зрения их отношения к ингушам. Осетины представляли два основных лагеря – православных и мусульман. Первые дружили с казаками, вторые – с ингушами. Чеченцы разделились и по признакам внешней политики, образовав одновременно два национальных совета – Грозненский округ с большевиками. Другая часть чеченцев, Веденский округ, стояла на стороне казаков. Первые были связаны поэтому теснее с Ингушетией, вторые – с Дагестаном. Между обеими группами разгоралась сильнейшая вражда, приводившая иногда к многодневным кровопролитным боям. Малая Кабарда, сдавленная между большевиками и ингушами, признала всецело советскую власть, а Большая Кабарда, примыкая к фронту восставших терских казаков, выставила против большевиков отряд сначала во 200, потом разросшийся до бригады конницы. Ингуши на тот момент именно в этом плане на Северном Кавказе доминировали. У них были какие-то воинские формирования, какие-то силы, которые несли сопротивление. Такие товарищи, как, например, Андреев, председатель крайкома в последующем Северокавказского, часами мог стоять у избушки Хазира Арцханова и просить ему дать людей для какой-то акции, для проведения. На момент подхода к Северному Кавказу Антон Деникин был совершенно уверен в своих силах. В начале 1919 года 11-я Красная армия, главная ударная сила большевиков на Кавказе, была разбита. Ее боеспособные части были разбросаны от Ставрополя до Владикавказа, в казармах которого бушевала эпидемия брюшного тифа. О воинских формированиях горцев в штаб Деникина поступали такие сведения. В распоряжении правительства Союза горцев реальных сил нет. Все, чем обладают горские народы, в общем, не организовано и не обучено. К ведению каких-либо операций малоспособно. Наилучше организованы силы ингушей, но и они к полевым условиям малопригодны. За свои же аулы ингуши будут биться отчаянно, чему были примеры. Насколько ингуши проявили порыв в боях на Юго-Западном фронте, настолько упорства они проявляют на своей родине. Дагестанцы драться хорошо будут в составе регулярных частей, для организации которых нужно много времени. Чеченцы совершенно дезорганизованы и способны только на набеги с целью грабежа. Осетины не сорганизованы, разбиты на партии и разъединены. Кабардинцы по типу подходят к черкесам и могут послужить, как и черкесы, на формирование регулярных частей. Источников пополнения боевых запасов нет.
Средств для содержания частей и для несения военных расходов также нет никаких. В общем, союз горских народов реальной силы не представляет. Вести серьезную операцию даже при условии прихода на Северный Кавказ турок не способны без предварительного приведения в порядок и долгой организационной работы. Англия, являвшаяся крупнейшим инвестором нефтедобычи и владелицей огромного количества месторождений на Кавказе, опасаясь, что с приходом большевиков она может лишиться доступа к ним, равно как и к другим своим предприятиям в Центральной России, стала спонсором и инструктором восстания и войны Деникина. Под патриотичным лозунгом «Единая и неделимая Россия» предполагалось устранение большевистской угрозы для европейского бизнеса и геополитических интересов Европы на территории России. Из обращения представителя английской миссии при Деникине, полковника Роулитсона, горцам Ингушетии, Дагестана и Чечни. Правительство Англии поддерживает генерала Деникина и его цели. Цели генерала Деникина – уничтожение большевизма, возрождение великой, неделимой России и широкое самоуправление народов. Англия помогает Деникину снаряжением, танками, аэропланами, пушками, пулеметами и будет помогать до исполнения Деникиным его цели. Англия дала для этого своих инструкторов. Будет очень жаль, если придется обратить это оружие против горцев. Их селения будут разрушены. Нет сомнения, что Россия, очищенная огнем и кровью, станет великой и неделимой. Она тогда справедливо воздаст тем, кто помогал ее возрождению. А те, кто мешал этому, будут наказаны. Я прошу вас передать это вашим народам и распространить среди всех. Армия Деникина приближается к Центральному Кавказу. Деникин планирует освободить от большевиков Терскую область и выйти к Каспийскому морю. Наступление проходит по двум направлениям. Генерал Покровский ведет войска на линию Моздок-Гудермес-Кизляр, а генерал Ляхов — на Грозный и Владикавказ. В районе Владикавказа сосредоточились крупные местные отряды Северокавказской республики и войска Ингушетии, неизвестно дружественные или враждебные. Ингуши на съезде в Назране вынесли резолюцию, в которой заявляли, что всеми силами будут препятствовать насильственному занятию кем бы то ни было территории Ингушской земли и города Владикавказа как культурного центра Ингушетии. В то же время Ингушский национальный совет послал делегацию навстречу наступающим войскам с целью узнать, кто и зачем идет. Во Владикавказ отправляются дивизии Шкуро и Геймана, а в Грозный — корпус генерала Киличгирея. Войска намереваются пройти через территорию Ингушетии. Но оба похода останавливают ингушские отряды. Шкуро сразу вступает в ожесточенные бои с ингушами уже на подступах к Владикавказу. Около 24 января я подошел к Владикавказу. Предварительно нужно было овладеть осетинским селением Муртазовым, занятым красными ингушами. Выслал я парламентеров в Муртазово с предложением сдать селение без боя.
Однако они были обстреляны ингушами. Тогда я послал генерала Геймана с пластунской бригадой вступить в Ингушетию и по овладении рядом аулов занять Назрань. Задача Геймана была чрезвычайно трудной, ибо каждый клочок территории, каждый хутор и аул защищались с мужеством отчаяния и стоили большой крови. Атаковав аул Муртазова, я взял его после чрезвычайно упорного и кровопролитного боя. Один ингуш-пулеметчик стрелял до последнего момента и был изрублен казаками лишь после того, как выпустил последний патрон. На фоне Владикавказских боев, длившихся к тому моменту уже неделю, корпус генерала Келичгирея подходит к северной границе Ингушетии и останавливается местными отрядами, напрочь отказавшимися его пропустить. Реакция главного защитника царя и Святой Руси на Северном Кавказе не заставила себя долго ждать. Генерал Ляхов направил крупные части из своего резерва, Прохладной, для ликвидации сопротивления непокорных аулов и одновременно предъявил ингушскому народу ультимативное требование – сдать оружие, очистить Владикавказ и окрестные селения, восстановить снесенные терские станицы. Ультиматум содержал еще 4 пункта. Мобилизация в армию Деникина всех мужчин от 18 до 40 лет. Выдача им всех ингушей, воевавших в Красной армии. Согласие на назначение в Терской области генерал-губернаторов из казаков. И, наконец, самый оригинальный. Выплата казакам компенсации за ущерб от революции. Через 2 дня, 4 февраля 1919 года, в селе Базоркино в пригородном районе состоялся съезд ингушей. На съезде прозвучало мнение исполнить ультиматум. Оно исходило от партии бывших царских офицеров, с которыми, как видно из последующих событий, генерала Деникина вели особые переговоры. Руководство большевиков, понимая, что без поддержки ингушей они обречены, судорожно пытается втянуть ингушей в бойню. Серго Орджоникидзе даже объявляет на этом съезде о создании особой ингушской горской советской республики, о чем телеграфирует Ленину 7 февраля. Однако ультиматум, выставленный ингушам Деникиным, был гораздо эффектнее всех обещаний большевиков. Перед ингушами вырос свежий гомункул под названием «Добровольческая армия», хорошо известный им под его прежним названием – «Военно-казачья администрация». Суть и содержание армии Деникина, ее лозунги, бескомпромиссный тон реваншистов было воплощением всего того, что возненавидели ингуши за последние 100 лет. Ультиматум звучал для них не просто как объявление войны, а как вызов на нее. И люди, которые уже 15 дней встречали и провожали подводы со своими мертвыми сыновьями и братьями из пылающего Владикавказа, решили дать деникинцам бой, который для многих из них также станет последним, и о котором недоумевающий генерал Ляхов будет доносить так. Сопротивление ингушей упорное и прямо непонятное. При 4 пулях 4-ю противник пускает в висок. Наступление на Назрань происходило одновременно с 2 флангов – Далаково-Кантышево-Базоркино и Кескемские хутора Псидах-Сагапши. Бой за Далаково начался 8 февраля 1919 года. В нем участвовали боевые отряды со всей Ингушетии и все жители Далакова и близлежащего Кантышева. Длившийся без перебоя 5 суток бой в Далаково
начавшийся с массированного артиллерийского обстрела обороняющихся ингушей, перешел в рукопашный трехдневный бой в Кантышево. Султан Талтмурзиев, герой Первой мировой войны, участник этого боя, вспоминал: когда малодушные готовы были дрогнуть, появлялся какой-нибудь доселе безызвестный герой и, врубаясь с горстью безумцев в самые гущи противника, погибал на глазах у всего народа. Под Кантышево 30 человек, 30 обреченных, надев белые саваны смерти, врезались в густые цепи врагов и, уничтожая в своем стремительном порыве все на своем пути, дошли до глубокого тыла противника, погибнув до единого. Были собраны новые силы, Третий Волжский полк. К этому времени дан был приказ смести селение Далаково, Кантышево и Базоркино. В данный момент селение Далаково сметено с лица земли. Под обломками этого села остались лежать трупы свыше 2500 белогвардейцев. В район Кискема и Сагапшей первоначально был брошен кубанский пластунский батальон, усиленный тяжелой артиллерией и конницей. Я видел ожесточенные лица болгарских солдат, идущих на нож. Я сталкивался со свирепыми полками мадьяр, атаки которых были безумны. Наконец, мне приходилось наблюдать несокрушимое движение немецких фаланг. Но то, что было под Кескимом, удивляет даже того, кто всю жизнь провел в битвах. На 10-й день боев к истощенной Ингушетии были подтянуты 2 свежие дивизии и эшелон с английскими броневиками. Это решило исход войны. Ингушетия и Владикавказ пали под натиском Доброармии. Под Далаково ингуши оказали такое сопротивление, которое на 2 недели задержало занятие Владикавказа. Ингуши шли в атаку с одними кинжалами, нанизанными на длинных шестах. Когда был сломлен Ингушский фронт, участь Владикавказа была решена. Ключевыми силами обороны Владикавказа были ингушские отряды. И во многом Далаково и Кантышево пришлось сдать именно потому, что силы вообще были неравны. Их рано или поздно пришлось бы сдать так или иначе. Но то, что уже в начале февраля белым удалось овладеть этими ожесточенно сопротивлявшимися населенными пунктами, причина во многом крылась в том, что сила отвлекал Владикавказ. Официально Владикавказ был захвачен Шкуро 12 февраля. Документы Горской республики оставили точные подробности этих боев. Ингушские отряды были практически единственными, кто оборонял город в последние дни. Вплоть до 13:00 11 февраля, 3-го дня бесперебойного боя в селе Далаково, город еще полностью контролировался ингушскими отрядами. Они начали покидать его на 19-й день обороны, спеша на подмогу гибнущим под Далаково и Кантышево. Но, тем не менее, вот эта оборона Владикавказа и прилегающих к нему ингушских селений зимой 19 года, она дала ценнейшее время для эвакуации всего руководящего состава Терской республики в горы, в Ингушетию, во главе с тем же Орджоникидзе. Для эвакуации запасов продовольствия, запасов оружия, даже финансы, казна Терской республики, та была вывезена сначала в гору, затем в Грузию. И в итоге, что дал этот выигрыш времени? Он дал время для организации базы будущего партизанского движения, которое затем вспыхнуло в тылу добровольческой армии и не давало ей покоя и в 19 и в 20 году. Сопротивление, оказанное ингушами на Кавказе, и дальнейшие попытки добровольческой армии в течение целого года удержать под своей властью Ингушетию и весь Центральный Кавказ также напрямую привели к необратимым для всего белого движения последствиям. В принципе, это был сорван поход на Москву. Да, он лишился здесь многих сил, Антон Иванович Деникин.
части генерала Ляхова стояли здесь, в тот момент, когда они были нужны на наступлении на Москву. И держали их именно ингуши. Подчинившаяся официально, Ингушетия жила фактически почти вне связи с русской властью. Не проявляясь активно, не прекращалось в ней брожение, подогреваемое извне постоянными сношениями с так называемым горским правительством и укрытыми в аулах после падения Владикавказа коммунистами, комиссарами, среди которых называли и чрезвычайного комиссара Московского совнаркома Орджоникидзе. Формирование ингушских полков для добровольческой армии не подвигалось, а вместо этого шло тайное формирование местных отрядов. Ингушетия по-прежнему представляла из себя враждебный вооруженный стан, который считался с одним лишь аргументом – силой. И Деникин заливает Ингушетию аргументами. Начинается откровенная месть. Насилие, массовые расстрелы, тотальное мародерство и грабеж, называемое Деникиным контрибуцией. Людей вновь выселяют из многострадальных станиц пригородного района. Но казаки уже не решаются селиться в них, и они стоят пустые. Ситуация усугубляется вспышкой холеры. Первая и единственная государственная больница в истории Ингушетии в составе России, построенная молодой Терской Советской Республикой в 1918 году, была взорвана деникинцами тотчас после оккупации. Отсутствие медикаментов и невозможность их приобретения приводит к эпидемии. На побежденных национальных территориях Доброармия организовывает подобие собственного национального управления, состоящего из бывших царских генералов и офицеров из местной среды, выполняющих роль исполнительной власти при Деникине. В 1919 году в Тифлисе начинает выходить газета «Вольный горец», официальный печатный орган Меджлиса Союза горских народов. В газете появляются последние новости о действиях северокавказских политиков и положении горцев на захваченных Деникиным территориях. По мере роста военных успехов добровольческой армии на российских внутренних фронтах идеологи единой и неделимой все откровенней поднимают забрало на своем лице. Скрывать свою сущность им, очевидно, уже нет необходимости. Звериный облик настоящего черносотенства выглядывает во всей красе из-под трехцветного знамени. В одном из своих номеров «Кубанская газета» посвящает большую передовицу восстаниям горцев на Северном Кавказе и пишет буквально следующее. Прочное замерение этих местностей, в особенности горной Ингушетии, может быть достигнуто только при одном условии, на котором уже давно настаивают все знатоки местного быта. Это сплошное выселение горцев ингушских аулов с гор на плоскостные части и даже на переселение их на свободные земли за пределы Дагестана и Чечни. Тут сентиментальности не может быть места. Угроза физического истребления повисла над горскими народами. Пусть об этом услышат из уст самих же насильников все те, кто сознательно не хочет понять великую драму Кавказских гор. Но если погромы населения Доброармии удавались вполне успешно, то пополнение полков для нее, как уже упоминал Деникин, не подвигалось в Ингушетии совершенно. И июль 1919 года объявляется последним сроком для их формирования. Об этом сразу сообщают все закавказские газеты, следившие за ситуацией в регионе. В официальных сводках добровольческой армии давно стали мелькать сведения о лихих действиях кабардинских, осетинских и чеченских частей. И только о действиях ингушских отрядов до сих пор не появилось ни одного сообщения. Как известно, в ультиматуме генерала Деникина горским народам Северного Кавказа основным требованием было формирование ими определенного числа полков на помощь добровольческой армии в борьбе с большевиками.
На съездах осетинского народа и чеченского представители командования добровольческой армии упрекали делегатов в том, что горцы очень неохотно и плохо выполняют принятые ими условия ультиматума. «Вы торгуетесь из-за каждого всадника», — сказал помощник генерала Эрдели на чеченском съезде. Хотя чеченцев мобилизовано всего 2%, а русское население все поголовно. Но все же, повторяем, все горцы выставили некоторое число воинских отрядов. И только один ингушский народ до сих пор не дал одного всадника добровольческой армии. В связи с этим командование добровольческой армии предъявило ингушскому народу новый и последний ультиматум. К 4-му дню мусульманского праздника Орудж ингуши обязаны выставить 4 полка всадников в полном вооружении. Срок ультиматума истекает 3 июля. В случае неподчинения и этому последнему требованию главнейшие селения Ингушетии будут заняты карательными отрядами, и мобилизация будет производиться принудительным путем. В Ингушетию уже стянуты значительные добровольческие силы, ядро которых составляет казачий отряд в 10 тысяч человек. Отряд снабжен многочисленной артиллерией. Уже произведен стратегический обхват всей Ингушетии, как плоскостной, так и горной. Создается такая обстановка, при которой ингушскому народу, несомненно, придется подчиниться и выполнить ультимативное требование. В последний день ультиматума, 12 июля, ингушская и деникинская администрация уже подогнала бронепоезд для погрузки эшелонов на станцию Назрань. А в крепости Назрань в это же самое время все еще заседал Всенародный съезд и продолжались горячие споры по поводу их отправки. Внезапно на съезд пришла весть. На перроне убит один из офицеров за вызывающее поведение и попытку применить силу к собравшимся. Началась потасовка и стрельба. К станции подогнаны казачьи отряды. На следующий день в Ингушетию двинулись войска. Было разрушено село Насыркорт и полностью уничтожены села Экажево и Сурхахи. Среди убитых были также дети. А награбленные мародеры вывозили на Арбах в направлении Сунжинской казачьей линии и Беслана в течение 9 дней. За все время существования добровольческой власти в Ингушетии не было ни одного светлого дня для народа. Народ находился в угнетенном и подавленном состоянии. Власть только и занималась вопросом о ловле дезертиров, да требовала пополнения полков. Ненависть народа к добровольческому режиму была беспредельна. Ингушетия превращается в огромную партизанскую армию. Укрывшиеся здесь Серго Орджоникидзе с семьей и другие руководители Терской Советской Республики тайно перевозятся по волчьим тропам в разные селения. В случае обнаружения всем грозит смерть. В этом старинном доме в Мужичи, в котором жил Хакиев Мейрби Исып и Стейпа Барханой, произошел один из таких эпизодов. 19 год. Комиссар Юга России Серго Орджоникидзе. К старцу прибыла делегация посредников от Деникина для переговоров о выдаче большевика. Да, шейлдан бархажа тхунхож вахтант. Мейрби испо хаш вехкрин соус дохкришен. Сой убадж бо ялхи венчул ага. Нискоч так да бо вешта. Уюрт хам гандарна ан хабар красный партизан бо. Хад банец нагаму до дидиш хули. Он поддержки хад банец духам озер ханам даттагар хам галашкер хам алкмар хам. أخسر وتر خبر ديتاهنت شوش ويحاشو غلاش حاش ويخكر ويقوم بيحضر خدسنا خد عقاش زدوح الأوت نجا مو وقكنز
وقوش وعمل موق سنو دودي ديزيد خد عقاشوس شوش موجي دهل أوت إشارنا نتحط بوغشين. Делегация от Доброволии, потолкавшись во дворе старца, удалились в Освояси. Многие из них в свое время оказывались под такой же защитой в Ингушетии и знали, что это бесполезно. Как, к примеру, уже известный нам полковник Беликов, участвовавший в неудачной попытке захвата Владикавказа. Ненавидевший от всей души ингушей, он нашел в себе силы оставить крошечные воспоминания об одном бескорыстном хозяине, укрывавшем его от большевиков. Хоть и не нашел их, чтобы не приправить его шовинистской огульной ложью про извечные кавказские грабежи, еще тогда уже ставший анекдотом своего времени. Грабитель-рыцарь возьмет только то, что ему нравится и нужно, прочее не тронет. Непременно оставит и вам денег на дорогу. Ограбит, но не убьет. Женщин не тронет. Своего гостя бережет и ухаживает за ним. Много офицеров и кабардинской интеллигенции спасли ингуши от большевиков. Хотя им и пришлось много бороться с народными комиссарами, требовавшими выдать гостей. Противостояли они и подкупам. За мою голову большевики давали 60 тысяч рублей. Но никто не посмел меня тронуть, считаясь с моими сильными хозяевами, людьми небогатыми. Как патологический грабитель, да и к тому же, со слов самого Деникинца, небогатый, смог устоять перед суммой, равной сегодня почти 2 миллионам рублей, которые текли ему в руки сами собой, Беликов не сказал. Драматически сложилась судьба горского парламента. Еще в январе 1919 года в кулуарах Парижской мирной конференции горцам сообщили, что союзники России по Антанте, Франция и Англия, опасаются признания независимости Северного Кавказа. Союзники начинают давить на горское правительство, заставляя его признать власть Деникина. И среди северокавказских лидеров происходит раскол. Некоторые из них дрогнули под натиском кнута и пряника англо-деникинской политики на Кавказе. Кабинет министров республики 2 раза поменяет свой состав за 5 месяцев, а после и вовсе перестает существовать. 23 мая 1919 года в Тимир-хан-Шуре состоялось его последнее заседание. Но уже в сентябре в Тифлисе формируется Меджилис Союза горских народов. Активное участие в его формировании принимают ингуши Весангирей Джабагиев как один из председателей, Магомед Джабагиев, Артаган Ужахов, Абубакар Плиев. Также создается комитет горцев Северного Кавказа во главе с председательствующей тройкой Цаликов, Джабагиев и Ужахов. Ингушская фракция Меджилиса начинает переговоры о судьбе Ингушетии с английской миссией на Кавказе, с Турцией, Германией и Закавказьем. Организовывает гуманитарные грузы с медикаментами и договаривается с правительством Грузии о поставке повстанцам оружия. От имени Меджилиса Весангирей Джабагиев разрабатывает и заключает договор с Украинской Народной Республикой о взаимном противодействии Деникину. А его дипломатическая переписка с европейскими миссиями о политике Деникина и зверствах добровольческой армии в регионе насчитывает десятки документов. Заняв силой оружие с нарушением права угнетенных народов на национальное самоопределение, территорию Республики Союза горских народов Кавказа добровольческая армия позволила и позволяет себе ряд неслыханных насилий над жизнью, имуществом, честью и совестью горских народов. Такое поведение названной армии приводило в течение последних месяцев к постоянным вспышкам вооруженного восстания против насильников. За 8 месяцев беззаконного хозяйничания представителей генерала Деникина в пределах Горской республики произошло 6 таких восстаний во всех частях названной республики.
каждое такое восстание подавлялось с неслыханной жестокостью. Причем сжигались дотла и разграблялись до последнего початка кукурузы и последнего животного целые аулы, и население их вынуждено было скрываться и сейчас еще скрывается в горах и лесах без всяких средств к пропитанию и существованию. Кабарда, Балкария, Ингушетия и Дагестан, словом, все без исключения области и народы Горской республики по очереди и по несколько раз становились жертвой меча, огня, грабежа и насилия со стороны распущенных, плохо одетых и плохо содержимых воинских частей генерала Деникина. Каждую такую вспышку народного гнева и отчаяния добровольческая армия старалась объяснять перед мирной конференцией и перед представителями союзных держав на Кавказе большевизмом. Исполняющий обязанности председателя союзного меджлиса горских народов Висангерей Джабагиев. Абубакр Плиев встречается в Баку с главой союзной миссии генералом Томпсоном и получает циничный, если не сказать издевательский ответ. Ингуши были очень лояльными друзьями союзников. И я очень рад, что могу выразить вам нашу благодарность за большие услуги, которые вы оказали нашей миссии, а также за защиту, которую оказали полковнику Роландсону и жене капитана Дюри. Мы их жизнью обязаны ингушам. В настоящее время, когда неприятель-большевик разбит и население может возвратиться в свои дома, я уверен в счастье и процветании ингушского народа. Роландсон, который меньше чем через год после этого будет грозить ингушам английским оружием за сопротивление Деникину, вместе с группой соотечественников действительно попал в плен к большевикам после взятия Владикавказа осенью 1918 года. Тогда союзники с просьбой вызволить их обратились к горскому правительству. Те, в свою очередь, к ингушам. Они совершили нападение на бронированные автомобили, в которых перемещали пленников, и вывезли их в Тифлис. Попытки горской эмиграции освободить Кавказ от деникинских репрессий извне силами мирового сообщества провалились. Тем временем большевики организовывают подпольные ячейки внутри всего оккупированного Северного Кавказа для борьбы с доброволей. Одними из самых яростных главарей подполья становятся ожидаемо ингуши. Отряды Хызыра Арцханова, Зама Яндиева, Гапура Ахриева, Берда Евлоева и многих других организовывают и участвуют в самых сложных и опасных операциях по всему Кавказу, югу России и Украине. Руководителем штаба всех красных повстанцев Терской области избирается ингуш Дудаев Султан. А 23-летний Хызыр Арцханов, корнет ингушского полка дикой дивизии, полный георгиевский кавалер, прошедший в строю всю Первую мировую войну, был назначен главнокомандующим всеми вооруженными силами Северного Кавказа антиденикинского шариатского движения аварского имама Узунхаджи. Сопротивление Деникину набирает обороты весь оставшийся год, и 22 марта 1920-го в последней битве за Владикавказ добровольческая армия терпит окончательное поражение. В это самое время ее командир Антон Деникин уже находился на борту отплывающего в Лондон английского госпитального судна «Мальборо», унося с собой свою, как он писал, неизбывную скорбь. Уже через 3 дня Горский исполком издает указ о возвращении ингушам их сел, отобранных империей для заселения казаков.
Возвращается весь пригородный район и часть Сунжинского района с оговоркой, что остальная часть будет возвращена в ближайшее время после урегулирования процедуры переселения. Владикавказ объявляется сначала столицей Терской Советской Республики, а затем столицей Ингушской Советской автономной области. В заключении следует отметить, что весной 1920 года, в момент разгрома добровольческой армии красными войсками, генерал Деникин обратился к северокавказцам с призывом бороться с белыми против большевизма и заявил, что он признает отныне независимость Северного Кавказа. Впрочем, независимость кавказским народам была обещана во времена Гражданской войны и Лениным, и Сталиным. В это время братья Джабагиевы находились в Париже с дипломатической миссией от Меджлиса горских народов. Объявленные большевиками контрреволюционерами и врагами власти Советов, они принимают взвешенное решение остаться за границей. Представители кавказской политической элиты в эмиграции, оба брата продолжают активную политическую и публицистическую деятельность. Они надеются, что тоталитарная сталинская власть, установившаяся в 1924 году, падет, и для обретения независимости Кавказа еще не все потеряно. В 1927 году Висангирей вместе с семьей переезжает в Польшу. Магомед остается в Париже. В Польше Висангирей Джабагиев основывает собственное агентство печати «Ориент» и выпускает журнал «Исламское обозрение». Он окунается в публицистику и журналистскую деятельность. Теперь она в основном посвящена внешней и внутренней политике СССР и положению ислама в современном мире. В 1938 году его вызывают, можно сказать, точнее командируют в Турцию, в Стамбул. В Турции он возглавляет польское телеграфное агентство. После начала Второй мировой войны Висангирей Джабагиев едет в Германию в качестве наблюдателя Красного Креста от Турции и использует эту возможность для облегчения участи кавказских узников концлагерей. Положение советских солдат в плену было крайне тяжелым еще и потому, что на них не распространялись законы Женевской конвенции о военнопленных. Сталин отказался ее подписывать. Эту историю нам рассказали в селе Сагапши, в семье знаменитого ингушского абрека Сулумбека Гандалоева. Двоюродный брат абрека Мурат Гандалоев, боец Красной армии, попал в немецкий плен в 1941 году в боях на территории Украины. В одно утро узников-кавказцев построили во дворе концлагеря. Перед пленными стоял мужчина в длинном пальто и шляпе. Неожиданно для всех он обратился к ним с такими словами: «Салам алейкум, нясархой». Это был Висангирей Джабагиев. В годы Второй мировой войны внутри СССР происходит геноцид кавказских мусульман. Тотальная сталинская депортация малых народов. Висангирей Джабагиев начинает информационную кампанию по освещению этой трагедии в Европе. Организовывает конференции и вечера памяти жертв сталинизма.
Те его статьи, которые он писал против этой системы, которая у нас в стране была, руководителем Советского Союза, не нравилось, и на него совершали покушения. Но, к счастью, они не увенчались успехом, но на него совершались покушения, его хотели ликвидировать. Кавказский политик и патриот трудился на этом поприще до последнего дня своей жизни. 18 октября 1961 года. Его похоронили в Стамбуле, на кладбище Зинджирликую. На его надмогильном камне выбит флаг Горской республики, а надпись гласит: «Председатель парламента Северокавказского государства, Великий Кавказский маджахед». К 10-му году правления Сталина в живых не осталось практически ни одного большевика, устанавливавшего власть Советов на Тереке. Дольше всех прожил Серго Орджоникидзе, покончивший с собой во времена Большого сталинского террора в 1937 году. Через 3 года после его смерти СССР превратил гостевой дом семьи Хакиевых в Мужичи в музей имени Орджоникидзе. И немолчными дубравами горцы шли, и нагорьями суровыми горцы шли, со знаменами багровыми горцы шли, с пистолетами кремневыми горцы шли. Серго Орджоникидзе был у соколов вожаком. После сталинской депортации в 1944 году в советское государственное учреждение было превращено уже все домовладение семьи. Здесь и по сей день имеются чугунные советские скамейки и остатки общественного тротуара. В 1957 году Забут соха якыр оши бут бакахыл мэг султаха то дода тадаз инош ица херишкер. Цуцинош ладаhdер. Это историческое фото хранится в семье Евлоева Исы, героя гражданской войны, который в возрасте 17 лет был адъютантом Хызыра Арцханова. Вот он стоит на фото рядом. А между ними запечатлена Этери Орджоникидзе, приемная дочь Серго. Фото сделано в 1972 году во время ее визита по линии партии в Дом-музей. Но торжественный прием дочери революционера завершился, едва начавшись. Внезапно один из членов сопровождавшей ее делегации скончался прямо на глазах собравшихся. Я хочу сказать, товарищи, я хочу сказать, вскоре